Существуют ли ангелы-хранители и как они выглядят? Куда можно пойти ценителям искусства? Об этом не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». У каждого человека в жизни бывают моменты, когда он остается один на один с навалившимися на него проблемами. И кажется, что рядом нет никого, кто смог бы помочь. Однако православные люди знают, что никто никогда не остается один. Ведь рядом с каждым есть ангел-хранитель, помогающий, защищающий и наставляющий его на путь истинный. Во всех народах, во все времена всегда было понятие о невидимом мире и о том, что в этом невидимом мире есть как добрые существа, так и злые. В разных народах это по-разному называли, в разные времена по-разному называли, но всегда, во все времена было понятие о невидимом мире, о духах. Так вот, если брать православие, если мы откроем книгу, самую главную книгу верующего человека, Библию. В первой строчке будет «Вначале сотворил Бог небо и землю». По единодушному толкованию святых отцов слово «небо» обозначает невидимый мир. Слово «земля» обозначает видимый мир. Здесь первое упоминание о невидимом мире. Далее мы вскользь, если побежимся по Библии, то встретим упоминания об ангелах в разных книгах и Ветхого, и Нового Завета. Библия – это самый точный и авторитетный источник о предмете ангелов. Тот факт, что Святое Писание содержит эти откровения, свидетельствует о желании Бога, чтобы люди знали о существовании ангелов и обладали точными знаниями о них. Бесчисленное свидетельство и из жизни святых угодников Божьих, и из нашей жизни, когда ангелы участвуют так или иначе в нашей жизни. Но одно из самых знаменитых, которое, может быть, наши телезрители знают, это сослужение ангела Божия преподобному Сергию Радонежскому, когда он служил божественную литургию. Когда мы присутствуем на божественной литургии и слышим херувимскую песнь, священник в это время читает молитву, в которой есть такие слова, что хотя тебе сейчас здесь и с нами предстоят тысячи и десятки тысяч ангелов, а вот эти десятки тысяч – это символическое число, обозначающее все, библейское такое выражение. Ты от нас понимаешь вот эту службу из наших рук. Тебе тысячи ангелов, а ты от нас понимаешь. И ангелы этому удивляются, желают в это проникнуть. Вот такие общие свидетельства из Священного Писания. Как же выглядят эти ангелы-хранители? Очень интересное упоминание об ангелах, вот как раз уже о хранителях, в книге «Деяний святых апостолов», когда апостола Петра арестовали, приговорили к смерти. Он, собственно, молился в ночь перед смертью, и вся церковная община за него уже только дома молилась. Он в тюрьме, а не дома. И вот явился ему ангел, а он думал, что он спит. Вывел его из темницы, провел его по городу квартал или два, оставил его. Тогда только до Петра дошло, что его ангел освободил. Хотя тот уже готовился умереть. Осмотрелся, где он находится, и пришел в дом церковной общины. Начал стучать в ворота. Вышла некая служанка его, значит, послушать, кто там стучит. И от радости, что это Петр оказался, побежал. Дверь не открыла. Побежала, значит, в общину. Петр пришел. Он говорит, это ангел его. Что ты тут там говоришь? А Петр в это время все долбит в дверь-то. Все-таки ему открыли. И дальше там и церковная история развивалась. Но вот этот факт, что под видом Петра поняли, что это ангел. То есть ангел-хранитель, ангелы могут принимать вид тот, которым Господь благословит. То есть даже вид человека. В Ветхом Завете самое, наверное, интересное свидетельство пророка Божия Даниила. Вот я его сейчас зачитаю. Это из 10 главы. «И я поднял глаза мои и увидел, и вот один муж, одетый в льняную одежду, и чресло его опоясано золотом блестящим, тело его, как фарсис, а лицо его, как вид молнии, глаза его, как огненные светильники, и мышцы его, и голени, как вид блестящей меди, и голос речей его, как голос народа». Пророку Даниилу вообще было страшно от этого видения.
тело там подобно какому-то камню, говорится в Писании. Разные переводы есть, но это либо такой прозрачно-голубой камень, либо прозрачно-светло-зеленый. Ноги медного цвета, мышцы, то есть очень сильные. Там, глаза, из которых молния стреляет. Это не вот те вот пузатенькие малыши с крылышками, которые изображаются в позднейшей иконографии, совсем уж там 19-20 века. Но, тем не менее, все-таки ангелы изображаются с крыльями в знак того, чтобы мы понимали, что они быстро исполняют волю Божию. Ангел в силу своего существа, а он бестелесный дух, то есть существо без плоти и крови, он все-таки сотворенный дух, он ограниченный, но ограничен не так, как мы пространством и временем. Для него в духовном мире существует так называемое мысленное место, если хотите, мысленное пространство или духовное пространство. По отношению к нашему пространству оно никак не складывается, оно совсем по-другому, но тем не менее оно ограничен и в пространстве, и в времени. Только Бог не ограничен пространством и временем. Ангелы – бесполые существа. Сам Господь говорит, что в жизни будущего века не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небеси. Ангелы Божии – бесполые существа. Поэтому современная индустрия, которая шлепает фигурки ангелов в виде девушек, в виде девочек, в виде юнош, если касается девочек, то неправы. Все явления ангелов, сколько они были в Новом Завете и в Ветхом Завете, это были явления мужского рода, то есть вид мужчины. Поэтому традиционно в церковной иконографии ангел изображается в виде юноши. Что касается вот их внутреннего состояния ангелов. Они святые ангелы Божии, свободные, то есть они свободно любят Бога, Бога почитают, имеют ум, воля и чувства, и свободно Богу служат. Что касается их материальности или нематериальности ангелов, по отношению к нам они, конечно, нематериальные, но по отношению к Богу, как к Творцу мира, все становится материальным. Да, они духи, они не имеют плоти и крови, но тем не менее по отношению к Богу, в кавычках, они материальны. Способ общения с ангелами – это, конечно, через мысли. Святые отцы однозначно пишут, что святые ангелы Божии, хранители, нам помогают чем? Внушают нам добрые, христианские, православные, чистые мысли. В каком смысле внушают? Не гипноз, как, кстати, этим дьявол занимается. Я хочу, я пойду, я буду, я не буду, мысли от первого лица. Не гипноз, а предложение этих мыслей. Почему предложение? Потому что Бог заповедал: полюби меня и ближнего. А любить может только свободно. Вера в ангелов-хранителей присуща и христианам, и мусульманам, и людям, исповедующим другие религии. Несомненно, названия и описания ангелов-хранителей в разных религиях разные. Однако верующие сходятся в том, что главное предназначение невидимого хранителя человека, чтобы оберегать его от зла и несчастий и помочь сделать правильный выбор. Чем занимаются ангелы? Там много чего можно говорить. Но первое – это славословие Бога. Ангелы-то славят Бога за что? За любовь Божию к нам. Восхваляют Божие величие и Божие могущество. Кроме того, Бога благодарят за все Его благодеяния, которые Он оказывает нашему миру. Они могут силой Божией вмешиваться в естественный порядок течения вещей. Поэтому нам, кстати говоря, надо молиться заранее. Сейчас какая-то странная мода пошла, но в частности вот молитва о путешествующих. Вот читаешь чудеса тех же ангелов, бесконечно люди свидетельствуют. Вот недавно целая семья приходила, вот они полностью, машина вся разбилась, они все живые, они все бросили и пришли вот всей семьей сразу Богу благодарить. Часто, очень часто ангелы как раз помогают непосредственно в путешествиях. Так вот, дело в том, что мы-то живем во времени. И когда мы просим, вот я сейчас пошел, давай мне, Боже, помогай. Это мы проявляем некую наглость.
сверхчудо от Бога требуем. Но если мы помолимся заранее, за недельку, может быть, или еще больше, заранее помолимся, что Бог, учитывая человеческую свободу, но все-таки подвел нам необходимые для нас обстоятельства. Или, наоборот, не допустил нас. Опять-таки, очень много свидетельств, когда, помолившись, не смогли поехать. Самолет упал, случилась гигантская авария и так далее и тому подобное. Но люди в нее не попали. Ангелы также участвуют в нашей жизни не только вот в этой, до нашей телесной смерти, но и после нашей телесной смерти. Ну и, наконец, они участвуют как посредники в наших молитвах. Бог нас слышит и без их посредства. То есть до пришествия Христова, да, они непосредственно были такая иерархия. У них есть внутренняя, кто начальник, кто подчиненный. Они действительно передавали наши молитвы, возносили их к престолу Божию. Сейчас человек может и напрямую молиться, но опять-таки и ангел, и человек – это свободные личности, которые Богу молятся, учатся Бога любить. И вот ангелы так участвуют в нашей жизни, когда молятся вместе с нами и сами учатся любить Бога. В жизни практически каждого человека бывали случаи, которые сложно объяснить с точки зрения логики. Всем людям знакомо такое понятие, как интуиция, предчувствие, которое заставляет сделать определенный выбор или в последний момент отступиться от уже принятого решения. Впоследствии оказывается, что это был наилучший вариант. Возможно, то, что мы называем интуицией, и есть подсказки ангела-хранителя, желающего помочь и уберечь. Я постоянно чувствую, что у меня ангел-хранитель помогает мне. Он незримо присутствует и какими-то знаками, какими-то посылами, какими-то историями, какими-то людьми, которые приходят в мою жизнь. Он охраняет меня от бед, помогает сделать мою жизнь лучше. Вот одно из чудес, например, которое произошло, пришел ко мне человек и дал очень важный совет, после которого мои экскурсии стали еще лучше проходить. Вот, я считаю, что это был прям такой знак. И одно из чудесных моментов, которые хочу вспомнить, 7 Рождества, 7 января мы ездили в мужской монастырь, Святые Кустики, Свято-Георгиевский монастырь. И там было 2 чудесных момента, о которых я даже написала в посте Инстаграм. Я была просто поражена. Во-первых, мы когда фотографировались, над нами появилась радуга. Мы видели кусочек радуги. Это было такое невероятное зрелище. Радуга бывает только весной, когда идет дождь. А здесь зимой над монастырем висел вот прям такой кусочек радуги. Это мы расценили это как чудо из чудес и возблагодарили Бога, что в этот день оказались в храме, в святом месте. И второй момент был в тот момент, когда я рассказывала о том, как возник монастырь и как невидимые колокола зазвенели возле деревьев этих святых кустиков. В этот момент 2 раза прозвонил колокол. Это не был призыв к службе, то есть чудесным образом именно в этот момент 2 раза прозвонил колокол. Я поняла, что я двигаюсь в правильном направлении и расценила это еще один как знак своего ангела-хранителя. Ангел следует за человеком всю его жизнь, по мере возможностей помогая ему и оберегая его от несчастий. Сразу возникает вопрос, когда дается ангел-хранитель. С древних времен и сейчас, не так широко, но все-таки существует институт оглашения, то есть подготовки человека к крещению. В древности подготовка к крещению занимала от 40 дней до 3 лет. То есть человек ходил в храм Божий, на богослужение, молился, вот это чувство Бога во время общественной молитвы, и изучал Священное Писание, церковные обычаи, церковные правила. И вот чтобы дьявол не ставил подножки человеку на пути к Богу, перед самым вот началом этого периода знакомства с Богом совершались молитвы на изгнание дьявола из человека. Молитвы огласительные, так называемые, заклинания. И вот как раз в чине оглашения говорится, что человеку дается ангел-хранитель. То есть ангел-хранитель дается перед самым крещением.
сила ангела-хранителя и способность его помогать своему подопечному зависят от веры человека и его образа жизни. Вот что интересно, как Писание нам говорит об ангелах. Итак, это служебные духи, посылаемые к тем, кому предстоит наследовать вечное спасение. Когда мы исходим из храма после божественной литургии, в конце литургии поется 33-й псалом или читается: «Ополчится ангел Господень, окрест боящихся его». Видите, ангел Господень где? Рядом с боящимся его, кого? Бога. Мы про страх Божий говорили, это страх Божий чист. Это страх оскорбить Бога своими грехами. Когда ты с Богом, тогда и ангел с тобой. Ангел-хранитель. В этом смысле святитель Василий Великий говорит, что ангелов, как и чистых птиц, но тогда это голуби были, отпугивает вонь грехов. Именно поэтому в церкви каждый день, за каждой службой мы просим у Бога: пошли нам ангела-хранителя. Потому что мы своими грехами постоянно его от себя отгоняем. И каждый день, кстати, в молитвах призываем и утром, и вечером. Чтобы, несмотря на наши все эти бесконечные грехи, ангел-хранитель был с нами. И помогал нам прежде всего в духовной борьбе, а второй спасал в жизненных обстоятельствах. Сила ангела-хранителя и его возможность помогать напрямую зависит от веры человека, его мыслей, намерений и поступков. Поэтому чем больше добра будет творить человек, и чем светлее будут его помыслы, тем сильнее станет его ангел. – 20 января, в день празднования собора Иоанна Крестителя, после божественной литургии, в Иоанно-Предтеченском храме города Кумертау, епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил рабочую поездку в дом-интернат для инвалидов и людей пожилого возраста в селе Свобода Куюргазинского района и психоневрологический интернат села Юмагузина Кугарчинского района. Эта работа ведется на постоянной основе, то есть обязательства, скажем так, священников по, такие внутренние больше, это вот именно окормление таких социально значимых объектов на территории епархии, как дома престарелых. Это уже 5-й дом престарелых на территории нашей епархии. Владыка сам, когда может, посещает их с радостью. Глядя на этих стариков, можно увидеть и тоску, и потухший взгляд, и так далее. И вот наша прямая, конечно, обязанность – это, в общем-то, внести, некую радость, потому что на землю пришел Христос, на землю пришел Бог, стал человеком и осмыслил даже страдания, и даже смерть осмыслил. И, в общем-то, итог нашей земной жизни – это переход в вечную жизнь с Богом. И вот если наши старики, наши подопечные, даже буду уже так говорить, они вот это чувство в себе как-то услышат и с ним срастутся, то вот этот переход, он будет для них очень радостным. Много людей с Ермолаева, много с Кумертау. Достаточно тяжело им. Мы как можем приезжаем, бывает даже с концертами приезжаем, с батюшкой. Помогаем батюшке на священнодействиях здесь. Такие места, как детский приют, дом престарелых, они, бывает, болью отдаются в нашем сердце. Поэтому мы приезжаем сюда не только старшие, взрослые, но и молодежь привозим, чтобы они посмотрели, чтобы они какие-то выводы сделали, чему-то научились. Помогли с нашему старшему поколению, нашим бабушкам, дедушкам, пусть не совсем родным, не прямым родственникам, но помогли в этот период трудной жизни собраться силами и прожить его достойно. На всем нашем жизненном пути Господь нам посылает испытания. Мы должны оставаться людьми, иметь человеческое снисхождение друг к другу, иметь христианскую любовь, к чему призывает нас сам Христос. В своей второй великой заповеди: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И сегодняшнее наше посещение – это наш долг, дань уважения к вам. Вы прошли голод, холод, кто-то войну, видели, казалось бы, все на своем веку.
мы должны быть благодарны, потому что вы посеяли в нас все самое доброе и светлое. И сейчас наш долг – это обязанность и дань уважения к вам. Это, я хотел бы вас заверить, это совершать молитвы о вас, что мы и делаем. И я хотел бы пожелать вам в наступившем 2020 году этой силы терпения, здоровья. Пусть Господь благословит этот наступивший год и все последующие ваши годы жизни. С праздником вас, со святками и с крещением Господним и Новым годом. Православная церковь с материнской любовью относится к своим верным чадам и всем без исключения людям, нуждающимся в сочувствии, любви, заботе и милосердии. В Ишимбайской картинной галерее открылась персональная выставка Лилии Юдиной «Храмы и монастыри Башкортостана». Радует, что уже в первые дни Нового года, его первой декаде, мы открываем выставку персональную, уже не первую, работ старшего научного сотрудника отдела культуры Салаватской епархии Юдиной Серафимы Мухаммадовны. И хотел бы, дорогие мои, в первую очередь пожелать Серафиме Мухаммадовне, вам, Равиль Рашидович, и людям искусство – это творчество и вдохновение. И, конечно, всем вам, дорогие мои, пожелать этой крепости духовных и телесных сил, всяческого благополучия, семейного счастья и помощи от родившегося Бога младенца Христа. И хотел бы пожелать хорошего просмотра выставки. С открытием вас выставки Серафима Мухаммадовна с Богом. Серафима, она не просто участвует во всех мероприятиях, она еще занимает места. Вот буквально на днях она привезла диплом второй степени, да? Ну, третьей степени с международного конкурса, который проводился в Уфе, в арт-квадрате. Да, мы можем сейчас просто ее поздравить с этим. Выставка «Храмы и монастыри Башкирии» уже прошла в городе Салават и в селе Воскресенко. А сейчас она дополнена работами с пленэра, который прошел прошлым летом на территории Покрово-Янатского мужского монастыря села Дедово Федоровского района. Выставку художница готовила давно. По ее словам, еще с детства ее тянуло писать именно храмы. На композиционных заданиях, учась в училище искусств, она тоже рисовала картины церковной тематики, а выходя со студентами на пленэры, писала храмы. Картины церквей – это замечательный сюжет живописи для души человека. Работы Лилии Юдиной вызывают трепетные чувства, всплеск эмоций и размышления о высоком.